Коми продолжает реализовываться программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Вот только жильцы деревяшек в Сыктывкаре около Октябрьского проспекта потеряли надежду на новоселье. Больше 10 лет они живут в ожидании, сами латают жильем, ругаются с управляющими компаниями в случае неисправностей. Среди основных и распространенных жалоб – холод в квартирах. Что поможет ускорить переезд из старых квартир в новые, расскажет Наталья Юрина. Двухэтажные деревянные дома в центре Сыктывкара с точки зрения архитектурного облика по-своему уникальны. Правда, выглядят такие объекты весьма печально. Например, прогнивший карниз или развалившаяся оконная рама. Или пилястры, что на углах дома ходят ходуном. Жители вынуждены сами укреплять свои жилища. Например, с помощью такого тента они защищаются от холода и ветра. Впрочем, архитектурные изъяны, образованные временем, первое, что режет глаз деревянной застройки, встречаются и крепенькие варианты, и те, что на ладан дышат. От разрушения жилья спасает одно – старание жильцов. Вот трещину в фундаменте утеплили старыми ненужными вещами. Или намертво забили окно, чтоб не дуло. В валенках хожу. Показать валенки. Сейчас сниму, подождите. Вот валеночки мои. Вот таких я хожу. И зимой, и летом. Пытаемся сделать что-то, чтобы не продувало. Продувает все стены. У нас тоже все продувает. Аж промерзает на втором этаже даже. Так что ужасно, ужасно. Хотелось бы, конечно, получше. А дождемся мы или нет. На непогоду в квартирах жалуются все жители деревяшек. Еще бы, сантиметровые щели в стенах, провалившийся фундамент, дырявые крыши, открытые подъезды только ситуацию усугубляют. Дома нужно сносить, потому что, допустим, вот Невельская, 73, да, там очень холодная квартира. Там буквально какой-то год, когда была холодная зима, дверь была инеем покрыта, очень холодная квартира. Видимо, тут неправильно система отопления как-то выстроена, потому что на втором этаже ходят буквально в трусах, а тут вот люди в зимней одежде буквально. Вот поэтому я думаю, что дома здесь дряхлые, они свое изжили. Ой, на первом этаже очень холодно. Я живу на втором этаже, более-менее так еще, а на первом холодно. Там же все гнило, там все сгнило. Даже местами фундамента нету. Они тоже не ходят, никто ничего не проверяет. Жители сетуют. С признания домов аварийными в мэрии Сыктывкара на них поставили крест. Ношу больше десятилетия несут сами. В случае поломок и неисправностей управляющие компании отправляют в фонд капитального ремонта. Там разводят руками и ссылаются на то, что дома подлежат сносу. И ответ обоснованный, и взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками, а жители зимой в начале этого года 10 дней сидели без воды. В доме холодно. Вот сейчас еще -3, -4, а мы уже ходим в теплых флисовых кофтах. Вот. И еще такая проблема у нас. Стояк проходит вот непосредственно в нашей квартире с холодной водой. И ее, эту трубу, никто утеплять не собирается. И каждую зиму она мерзнет. Мы по много раз за зиму вызываем аварийную службу, которая нам ее отогревает. Отогревает, не знаю, к сожалению, наверное. Но молчать уже просто нет сил, потому что отогревают горячей водой, которая течет, с батареи берут, да, и прямо по 2 часа могут лить, под пол. Переселение в Сыктывкаре из аварийного жилья идет темпами медленными. Жители деревяшек признаются, что мечты о новоселье остались в прошлом. Пенсионеры и вовсе считают, что быстрее переедут на кладбище, чем в новую квартиру. По мнению экспертов, есть несколько путей для разрешения ситуации. Среди них и комплексная застройка территорий. Земельные участки не просто так изымаются. Каждая квартира должна быть выкуплена. Соответственно, после принятия соответствующего решения, что делает администрация? Она оценивает в комплексе стоимость этого жилья, стоимость 1 квадратного метра в совокупности со всем земельным участком, отведенным под этот многоквартирный жилой дом. Соответственно, здесь собственникам тоже опасаться ничего не стоит. У нас Октябрьский проспект уже очень активно расселяется. Мы с вами видим, как люди переезжают из этого устаревшего жилфонда. Нужно отметить, что активнее надо заниматься этой работе администрацией. Почему? Потому что жить в 21 веке в деревянном доме – это неправильно. Это жилье просто устарело, и оно не соответствует установленным стандартам. Проект
Проект комплексной застройки в Сыктывкаре есть. Он подразумевает строительство многоэтажек на месте деревяшек около Октябрьского проспекта. По мнению чиновников, возведение высоких домов очередь из переселенцев сократит в разы и единомоментно. Дескать, чем выше этажность, тем больше квартир и тем быстрее сократится очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это переселенцы, многодетные семьи, сироты. Желающих жить в теплой квартире с собственным санузлом гигантское количество. Продолжать жить в холодных бараках никто не хочет. Никто и не говорит про 25 этажей. Конечно, такое не для Сыктывкара, но и уходить в малоэтажность тоже было бы нелогично. При такой нужде в квадратных метрах, говорят специалисты. Земли под застройку мало, она дорогая, а ждать, когда власти настроят малоэтажного жилья, чтобы хватило всем, вряд ли кто-то захочет ждать очередные лет 20. Пока Сыктывкарская мэрия видит высоту домов не более 12 этажей. Решит ли такая этажность вопрос переселения всех желающих граждан по доступной стоимости открытый? Пока идут рассуждения, люди продолжают выбивать законные квадратные метры через суд, тратя свое время, деньги и силы. Наталья Юрина, Анна Зубрева, Дмитрий Ведерников, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.